Так, доброе утро всем, доброе утро, Лоци. Всех приветствую на утреннем кофе. Доброе утро, доброе времени суток. Я поздравляю вас с праздником Иисус воскрес, или как я всегда забываю. Вчера так прекрасно мне получился. Христос воскрес. Извиняюсь. Воистину воскрес. Вот. Но я также хочу, специально дал возможность Василию поприветствовать нас и поздравить с праздником. Я также всем говорю, Христос воскрес, и за вас же отвечаю, воистину воскрес. И видите, у меня мой человечек уже на фоне моей корзины пасхальной. Я со своей семьей, с детьми, у нас такая большая одна корзина красивая была. Там была и Пасха, и колбаса, и масло, и хрон, который я сильно люблю именно на Пасху. Ну, короче, все было, вчера мы праздновали, вот, поэтому я хочу всем вас поблагодарить за то, что я вас знаю, за то, что вы есть. Хочу поздравить всех с таким большим праздником Воскресения Христового. Пусть в наших душах также воскреснут такие хорошие намерения. Вот, пусть в ваших семьях у всех нас будет добро, счастье, благополучие. И пусть наш бизнес, который мы вместе делаем, наш честный бизнес, я бы сказал. Я вот именно на эти праздники еще раз убеждаюсь, что мы честные люди, что мы честный бизнес ведем. Пусть в бизнесе все будет хорошо. Поэтому еще раз, Христос воскрес, воистину воскрес. Да. Ну, как всегда, мы должны все-таки провести наш утренний кофе, может быть, чуть-чуть сократим его, потому что все хотят, наверное, еще праздновать, мы также будем праздновать. Ну, у нас, как всегда, на празднике у нас сюрпризы всякие бывают, может и сегодня какой-то сюрприз произойдет. Но во всяком случае, я вам желаю хорошего кофе, хорошего заряда на целый день. Хорошего дня сегодня. У нас солнышко во Львове, такая мягкая, очень хорошая погода. И, кстати, у меня вчера гостей было много в доме, родственники. Меня кто-то стучит. Кто-то стучит. Ну, сюрприз, наверное, появился. О! Атила! Hello, Атила, how are you? Доброе утро, друзья. Партнеры. Ну, видите, и у нас сюрпризы вот появились. Поэтому, ну, давайте, если уже сюрприз пришел, давайте послушаем сюрприз, что он новенького нам может рассказать, что он чувствует, перспективу бизнеса, как он чувствует, все будет развиваться. Нам очень важно, потому что Атила для нас пример в этом бизнесе, поэтому мы бы хотели его послушать. Meglepetésünk volt, ezért ez a meglepetésünk, ez elmondja nekünk azokat, hogy mivel te vagy a példaképünk nagyon sokunknak, ezért neked, te elmondod most nekünk, hogy tehát kívánsz jó kívánságokat, meg mindenről, amiről akarsz beszélni. Oké. Hadd mondjam, látom, hogy Zsenyának gyönyörű húsvéti kosárja van. Tudok róla, hogy most ők ünneplik a húsvéti ünnepeket, és nagyon szeretetben, boldogságban, jó érzésekben és sikerekben gazdag húsvéti ünnepeket kívánok az egész csoportnak. Я хочу всех поприветствовать Христос воскрес, то есть с праздником Пасхи. Вижу, что у Евгена такая красивая корзина там наряженная. Вижу, что у вас как раз самый разгар праздника. Хочу вас всех от души поприветствовать и поздравить с праздником. Спасибо, спасибо, Атила, от имени всех спасибо. Hristos воскрес, воистину воскрес. Viszont köszönöm mindenkinek, hogy felköszöntötted őket. Köszönöm, hogy itt lehetek veletek. Most éppen a Lacinál voltam vendégségben a hétvégén, a Lacinak a fia ballagott, és voltak olyan kedvesek, hogy meghívtak, hogy töltsek velük egy hétvégét. Атила ко мне приехал в гости сейчас, потому что мой сын, у него выпускной вечер был в школе, так что он уже выпускник у меня в этом году. И был Атила приглашен к нам в гости. Мы здесь немножко отдыхали. И теперь очень рад, что вы также его пригласили сюда на утреннее кофе. Очень рад присутствовать с вами здесь на утреннем кофе. De mivel, hogy itt a május, és közeledünk a rendezvényhez, teljes egészében érzem már a testem bizsereg, minden olyan lehetőségek és olyan momentum épül itt a Vávinál. Май у нас
уже 5 мая, то есть 6 даже мая сегодня. И у меня уже, знаете, мурашки бегают по коже, потому что считаю дни, осталось действительно уже мало дней. И будет у нас очень большое мероприятие. И просто знаю, что это мероприятие у нас откроет огромную возможность дальше. Mostantól a lehetőségünk egyre értékesebbé válik, úgyhogy mondhatnám azt is, hogy mindenki nagyon vegye komolyan az idejét, mert minden egyes perced, minden egyes pillanatod sokkal értékesebbé fog válni, bármikor, mostantól, mint eddig volt az iVolley-ban. Я вам еще хочу сказать, что наши моменты, наши секунды, наши места практически, считайте, с сегодняшних днях начинается все ценнее и ценнее становится, потому что сейчас такое дело опять идет на фирму, которые ваши места будут драгоценные стоить теперь уже. Úgyhogy nem engedheti meg senki sem magának, még, ahogy mondtam, sokkal többe kerül, hogy levedd a szemed a célodról, a gólodról, mert ez most iszonyatos árat, és hogyha esetleg nem fókuszolsz, nem fogsz figyelni a gólodra, a célodra, akkor lehet, hogy más fogja elvinni. Вам сейчас надо очень сильно сконцентрироваться, что этот мяч забить в вороту, потому что я вам скажу, если вы не забьете этот мяч в вороту, забьют сейчас другие. Сейчас уже 100% забьют другие, потому что это уже сейчас созревает, чтобы этого мяча теперь уже забить вороту. Ugyanis láthatjátok már azok, akik használják gyakran a terméket, a broadcastingre mondjuk referálok, hogy mennyivel másabb, mint amikor először kitették. De nagyon komoly minőségi fejlesztések, fejlődések mentek keresztül. У нас на сегодняшний момент начнут еще больше произойти развитие самой техники, то есть уже можно так сказать, что день за днем мелкими шагами, но все вот эта техника, которая уже сегодня у нас есть, он сильно улучшается, то есть получается все лучше и лучше и лучше. Úgyhogy nem csak a technikai része nagyon komolyan fejlődik a mi lehetőségünknek, hanem megkönnyítik a dolgunkat. Mit értek ez alatt? У нас не только сейчас техника развивается и будет еще сейчас сильно развиваться, у нас сейчас очень сильно фирма облегчит нашу дальнейшую действие, нашу дальнейшую работу. И скажу сейчас вам с чем. Lesz egy kis csomag, de én nem igazából kis csomagnak akarom hívni, hanem egy iszonyatosan nagy csomag ez, csak nagyon alacsony az ára. На днях у нас уже выходит маленький пакет, но я бы его назвал бы маленький пакет, но большой, типа взрывом он будет на нашем бизнесе, потому что вот этот маленький пакет для нашего бизнеса как раз сильно большого взрыва даст. Ugyanis amikor egy ilyen csomag bejön, egy ilyen kompenzációs tervnek a tetejére, ami már nekünk ugye van, ez nem kis csomag, hanem iszonyatos nagy lehetőségeket nyit meg. Mondhatnám azt is, hogy teljes egészében egy új dimenzióba el tudunk kezdeni tevékenykedni. Вот этот маленький пакет, который мы будем называть маленьким пакетом, но вот этот маленький шаг, большого шага нам даст в дальнейшем бизнесе, мы с этим маленьким пакетом теперь уже можем постучиться даже в тех регионах, где до этих пор не так сильно они развиты было там с деньгами, эти люди. Nem csak az, hogy az ára, hanem gondoljatok, menjetek bőven túl az áron, hogy mibe kerül ez a csomag. Gondoljatok azokra a személyekre, akik iszonyatosan szükségük van nekik egy új lehetőségre, és talán anyagi okok miatt még nem is gondolnak arra, hogy nekik az iVolley az lehet, hisz nem tudták az eddigi kezdési tőkét előteremteni. Представьте тех наших знакомых, друзей, которыми вы уже приходили, и просто вы видели их в глазах, что они хотят это дело делать. Хотелось бы им начать, у них просто финансовая проблема. Просто финансовая проблема. И представьте, скольким людям сейчас в руки можем дать первые шаги для огромнейшего бизнеса вот с этим маленьким пакетом. Ezeknek a személyeknek biztos, hogy sok ilyen személyt ismertek ti magatok is, és
mekkora nagy munka etikájuk van, mekkora nagy energiával, szorgalmassággal tudnának ebben a tevékenységben, ebben az üzleti vállalkozásban működni, csak tőke problémájuk volt. Я даже вокруг себя знаю таких людей, у которых я знаю, что просто они очень сильно, и люди очень этичные, но у них, к сожалению, финансовые проблемы. И я знаю, что вот эти люди теперь нам очень много, для себя принесут очень много хорошего пользы. И для нас они как раз будут очень хорошей пользы, потому что придут сейчас даже те люди, которые просто хорошие люди, но у них финансы до этих пор не допустило шагать с нами в этом бизнесе. A Vávi nagyon okosan gondolkodik, és nagyon okosan folytatja az üzletpolitikáját, hisz ezzel a kis csomaggal, nagy kis csomaggal, vagy kis nagy csomaggal lehetőséget tudunk adni mindazoknak a személyeknek, akik tényleg képesek és szeretnének haladni a prémium csomag megszerzésére. Вави вообще-то очень сильно в моих глазах опять сильно вырос, потому что он просто даст шанс многим людям, те, которые невозможно на сегодняшний момент достичь до пакета премиум. То есть это первая лестница к тому, что человек тоже потихонечку приближался к этому премиум, возможностью к премиум бизнесу. Ez a csomag olyan energiákat tud majd generálni jó néhány olyan sikeres gondolkodású személyben, akik szeretnének valamire haladni ebben az életben, mert nagyon egyértelműen az szemük elé fogja tenni ennek a lehetőségnek a mértékét. Значит, я сейчас насчет стороны бизнеса подхожу к этому делу, насчет этого нового пакета. Еще не говоря технической стороны, какой он будет очень хороший. Со стороны бизнеса, если не подходить к этому делу, то каждому человеку сейчас вы будете ценить просто этот момент, когда вот этот пакет выйдет, потому что, еще раз вам говорю, что вы действительно сейчас можете построить то, что вы мечтали до этих пор, потому что вот как раз этот маленький, вот мы всегда будем его называть маленький, но вот этот маленький даст нам очень большой толчок. Ha belegondolok előre, hogy mennyi sok boldog arcot fogok látni, ebből kifolyólag, szinte jó érzést tölt el. Belülről, ez szuper, már ezeket jó arcokat el is tudom magam előtt képzelni, hogy milyen sok ilyen személlyel, akit még nem ismerünk eddig, de hamarosan megfogjuk. Я просто уже вижу наперед довольных лиц, людей, во-первых, уже тех людей, которые уже с нами в бизнесе, тех людей, которые еще не с нами. Очень много довольные люди будут, потому что теперь уже любому человеку можете подходить, так как с технической стороны, так и как с стороны бизнеса. Вы сейчас именно с этим пакетом можете людей поставить очень хорошую, довольно хорошую позицию, и каждый будет радостно от этого. Az időzítés ez csodálatos, ugyanis ezt a csomagot a Bill, amikor megy hozzátok Kijevbe, akkor lesz igazából bemutatva, és akkor lesz igazából beindítva. Tehát azok a napok azok, amikor ez életbe fog lépni. Пакет этот уже на сегодняшний момент готов, он уже стоит у них в шкафу, он уже упаковлен, ждет на тот момент, когда Билл Старки приедет в Киев, и вы должны иметь, то есть вы первые имеете такую честь, потому что на территории вашей страны как раз запустят этого возможности. То есть вы будете первые люди те в истории, где скажете, что да, это исходило с нашего мероприятия, вот этот пакет. Nem akarom a Billnek a jövő képéről való bejelentését, túlzottan nem akarok vele játszani, de hozzá szeretném azt tenni ma nektek, hogy egy picit elgondolkodhattok azon, hogy meg lesz ez a $10 havi fenntartással való lehetőség, ami csak $35 kerül elkezdeni, és utána jön a mobil alkalmazás. Я даже боюсь высказать, и, ну просто я вам хочу одно сказать. Я сильно не хочу зайти в дело Билла Старки, потому что
все-таки он будет вам это все анонсировать. Но хочу просто одно очень важную вещь вам сказать. Представьте такое, что вход для этого пакета будет стоить $35, месячное содержание будет стоить $10. И представьте, что уже остался очень мало времени до выхода мобильных использования. Представьте, что произойдет после того, как все это инструмент также будет работать не только на компьютере, а на ваших мобильных инструментах. Вот представьте себе вот эту возможность. Igazából teljesen mindegy, hogy 2 hét, 3 hét vagy 6 hét múlva fog kijönni, de nagyon hamarosan meg fog lenni a mobil alkalmazás. Most ezzel nem akarok túlzottan sokat ebbe belemenni, mert nagyon okosak vagytok mindannyian. Tudjátok, hogy milyen lehetőségnek az ajtaja nyílik ki ezáltal, amikor a mobil alkalmazás megjelenik a telefonunkon. Вы знаете, что я человек такой, который не люблю вот эти анонсы нести, потому что это все-таки хозяин на дела. Я просто хочу вам дать одно маленький такой толчок в том, что представьте, если вот мобильная версия, потому что практически мобильная версия тоже готова. То есть это я в секрете вам могу в секрете сказать, он готов, он тоже уже ожидает, последние гайки затягивают на нем. И вот просто вы, если люди умные, представьте такое себе, что когда он заработает на мобильном, сколько у нас клиентов будет только лишь из-за этого подсоединяться, те, которые только хотят эту возможность. Ezek a dolgok, ha akármennyire is próbáljuk a sorok közötti olvasást, de nem igazán szükséges a sorok között olvasni, de egy komoly stabilizációt jelent nekünk, mint céggel való kapcsolat, mint cégnek a globális piacon való elhelyezkedésével kapcsolatosan. Вот эта возможность, вот эта мобильная версия для нас с вами, сотрудники, независимые партнеры в разных регионах, теперь в глобальном разных регионах, потому что теперь я уже так вас всех называю, партнеры из глобальных регионов, нам эта возможность полностью застабилизирует нашу возможность, наши дела, наш бизнес. То есть вот эта система, как раз мобильная система, нас поставит на ту путь, где действительно у нас, вот, куда и мы стремились, можно так сказать. Tehát a cégnek a globális stabilizálódása folyamatban van, egyértelműen látható számomra, szerintem bárkinek az részére ez mutatkozik, nem csak azzal, hogy folyamatosan fejleszti az eszközöket, hanem a szerverök telepítésével is. Я вас хочу очень успокоить и типа дать сведения, что фирма день за днем шагает к тому глобальному возможности, то, что вам он когда-то сказал, то, что, которому вы поверили, почему и пришли сюда, не только в виде маркетинга, а в виде продуктов и в виде расширения серверных обеспечений. Ugyanis most már a szingapúri szerver beindult múlt héten, ezáltal próbáljuk a globális szolgáltatást növelni, a globális igényeket és a előjövő, amin jövőből jövő globális igényeket kielégíteni. Хочу вам поставить сведения, что конец той недели, где-то вот под пятницу, у нас открылся серверное обеспечение в Сингапуре. То есть это тоже говорит о том, что компания уже не только на запад, а он уже добрался до востока, то есть ему теперь уже восточный рынок тоже нужен. И через ваших рук восточный рынок в наших руках, в наших общих руках, теперь пойдем развивать восточного рынка с помощью вашей работы. Mindezek által a legérdekesebb és mondhatnám a legfontosabb idáig még a Vávi történetében a mostani rendezvény sorozat, ami Kijevvel 17-én, igaz? 17-én Kijevvel kezdődik. Veletek kezdi a Bill Stark. И вот вы просто почувствуете честь того, что хозяин компании как относится до вас,
потому что вот этот ряд мероприятий, которые сейчас в Европе начинаются 17 числа, потому что мероприятия начинаются от вас, от Киева, и идем дальше, то есть ряд мероприятий начинается с Киевом, это как раз Билл очень сильно относится к вам. Nem engedheted meg, örülök neki, hogy megvetted a jegyedet, mert szerintem túlnyomó részletek, vagy mindannyiatoknak, akik itt vannak, már vannak jegyei. Tudom, hogy a szoba tele van, a helység tele van, nincs több hely, de lehet, hogy a Jevennek a kezét tudjátok csavargatni, hogy ha esetleg nincs még jegyetek, akkor csavargassátok a Jeven kezét, hogy hagyj jussatok be ti is, mert ott akartok lenni. Я очень рад и слышу, что зал полный у вас, но подойдите до Евгена и выжимайте из него, может быть, Евген еще там каких-то заначек, то есть заночки, какие-то места еще выкроит вас, если даже стоя, и то присутствуйте, потому что вот действительно этот раз, вот эта встреча, это уже действительно будет старт одного огромного такого дела о том, что вы ожидали. Nem tudom, de van egy érzésem, hogy a Bill Starkey valamilyen meglepetést akar nekünk. Nem tudom, hogy mi. Nem tudom, hogy lesz-e, azt sem, nem akarok. Csak van egy érzésem, hogy szeretne valamit tényleg megmutatni nektek, mindannyiatoknak, mert nagyon tiszteli az ukrán és az orosz csoportot. Nagyon-nagyon sokat tettek az iMovie üzleti lehetőség erősödése érdekében. Szerintem szeretne valamit, hogy meglátjuk, hogy mi lesz, de lényeg az, hogy hoz magával egy nagyon profi marketest, aki nemrégiben csatlakozott a céghez, Paul Paget. Я знаю, что, то есть у меня такое чувство, естественно, Билл хочет сюрприз какого-то показать вам, привести, но у меня есть чувство, что он что-то в этот раз вам покажет такого необычного, который вы ожидаете, и кроме этого, что покажет сюрприз, еще привезет с собой такого человека, который тоже не маленький калибр в этом бизнесе, в этом деле, Пол Паджет, к сожалению, Igen, hát sajnos azt biztos már tudjátok ti is, hogy a Buck Steffels az a kórházban van, előre láthatólag nem jól néz ki, hogy mennyire, nem is tudom, de amiket hallottam róla, azok nem elég, tehát nem bátorítóak, az ő kondíciója nem jó áll. Мы должны молить Бога, что Бак Стефан выздоровился, но у него состояние очень тяжелое, я вам скажу. У него сахарный диабет высокой стадии, и он попал в такую ситуацию, что он лежит в кровати, то есть практически непередвижной, и мы просто должны молить, что у него все в порядке было. К сожалению, он не может приехать только из-за этого, потому что он сильно заболел. Hát reméljük, hogy a Buck jobban lesz. Ha esetleg úgy alakul, hogy nem tud a soraink közé visszajönni, a stratégiai lépései azok megvannak, ugyanis az Andamo Tolsonnak lesz a feladata, hogy mindezeket megvalósítsa és segítsen nekünk átvenni ezeket a stratégiai üzleti lehetőségnek a növelési formát, tehát megközelítést. К сожалению, врачи нехорошие сведения сказали, но все-таки те тезисы, те учебы, те научные, скажем так, разработки, которые он делает и сделал, он уже в руках у нас Андаму Толсон, его в руках, так что если он даже сильно болеть будет, он эти тезисы, то есть через свои люди будут, то есть через своих людей будет передавать. És az a másik személy, aki új, a Paul Paget említettem, hát ő is egy nagy profi, 20 plusz éves network marketinges múlttal és national speaker múlttal, trainer, coach múlttal rendelkezik. Ugye nagyon sokat fogunk tőle is tanulni, ő is meg fogja velünk osztani az ő stratégiáját, az ő üzleti építési módját, stílusát. Пол Паджет тоже, он является тренером-коуч. Несколько лет, уже за 20 лет, то есть 20 плюс лет он занимается обучением с коучингом, так что от него мы тоже очень много чего будем учиться, и будет хорошо, он приедет до нас, то есть вы с ним познакомитесь, услышите
то, что он вам тоже будет передавать, учебе. Azt tudom mondani nektek, hogy legyetek ott mindenki, aki csak tud a kijevi rendezvényen, ugyanis érezni fogjátok egy teljes egészében új kezdetnek, hisz a Vávi nem csak a rendezvény, hanem a harmadik évét kezdi, ami egy nagyon-nagyon fontos év, fontos kezdés a bármilyen network marketinges cégeknél, hogyha esetleg ismeritek már ezt a fajta görbét, hát most itt vagyunk a Vávinál, ugye, eljutottunk erre a pontra, erről a pontról egy egész komoly emelkedésre számítunk, ami meg fog történni. Most értünk el. Вот это мероприятие, ряд мероприятий, которые начинаются в Европе, это как раз у Вави не только мероприятие встречи, а мероприятие о том, что Вави вошел в третий свой рабочий год. И Атила просто показал тут схему. Вот мы шли, вот мы находимся в этой точке на сегодняшний момент. То есть уже тут есть кое-какой подъем, но вот как раз то, что у нас сейчас выходит и то, что у нас сейчас будет, вот этот как раз будет давать вот этот подъем. И вот этот как раз у нас граница второго года, то есть конец второй год, начало третьего года. И вот как раз вот эту схему мы будем уже в ближайшее время видеть. То есть мы будем по схеме этого работать. Nagyon jó érzés egy üzletbe itt lenni. Я вам скажу так, что очень хорошее чувство находиться здесь, потому что все-таки мы с вами начали вот это все, сделали, и очень хорошее чувство находиться именно в том моменте, когда все это вот так начнет трогаться и подниматься. Ott vagyunk. Мы находимся там, то есть мы находимся там, где нам надо, поверьте. Úgyhogy kezdjük el. Személyesen én is ott leszek Kijevben, Laci is jön. Jeven, minden vezető, akik komolyan veszik ezt az üzletet, mindannyian ott fognak lenni. Значит, я с вами буду там же в Киеве, мы с вами можем поздороваться в Киеве, потому что я прилечу до вас, я сам лично тоже прилечу, мы вместе летим, так что мы увидимся 17 числа в Киеве, вживем с вами. Úgyhogy szeretettel várunk, szeretnék minél többetekkel találkozni, kezet fogni, egymásra nézni. Amiket szoktunk, ezek a hagyományos ugye, találkozási pillanatok, nagyon jó érzés, nekem iszonyatos sok energiát adtok, föltöltődök mindig, amikor a ti csoportotokkal találkozom. Я когда приезжаю до вас, именно в вашу группу, я всегда заряжаюсь очень позитивными энергиями, и меня вот эта позитивная энергия очень долго катает, то есть поднимает по вершине. Я очень люблю к вам приезжать, поздороваться с вами, за руки поздороваться и переговорить, выразить, то есть если вам надо помощь оказать. Úgyhogy kívánok még egyszer itt végére a kellemes húsvét ünnepeknek a zárását, sikeres bőségre való gondolkodást, és hamarosan találkozzunk, hát majdnem jövő hét után. Практически осталось немного, и мы уже с вами встречаемся. Так что до встречи с вами, друзья. A kijevi viszontlátásra, ha addig esetleg nem találkozunk videokonferenciában, kívánok mindannyiatoknak tényleg boldogságot, szeretetet, egészséget és sikert. До встречи, если мы до того не встретимся, то там встретимся. И желаю вам самые наилучшие праздники и работу, успех до приезда, до встречи. És köszönöm, hogy veletek egy üzletet építhetek, ez számomra kifejezhetetlen. Я просто благодарен, что с вами могу работать и что с вами можем вместе строить бизнес. Спасибо. Евген. Да, спасибо тебе, Атила, за искренность, за такую твердость и за чувство вот этой перспективы, то, что ты нам постарался передать. Спасибо тебе за то, что зашел к нам. Я знаю, Билл Старки вот в разговорах со мной очень большое внимание уделяет вот этой встрече в Европе, особенно в Киеве. Он меня попросил, чтобы я организовал побольше сотрудников, побольше партнеров на эту встречу, потому что она будет очень важная для нас всех.
Tehát nagy erőt szán erre, most érzi ő is, hogy mekkora erőt szán erre a találkozóra, tehát érzi azt, hogy ennek lesz egy tényleges, egy nagy lökete ennek a találkozónak. Я знаю, что у нас же больше 500 человек будет партнеров, у нас ни одного человека не будет, который не является партнером. То есть это будет серьезная команда. Я хочу, чтобы и Билл, и ты хорошее настроение привезли, хорошие новости, чтобы дали нам вот такого, как Алексей Сукачев говорит, пенделя, чтобы очень быстро вот по этому графику поднимались вверх. Azt mondja, hogy ha ott lesztek, tényleg egy jó nagyságberúgást az embereknek. Azt mondja, hogy induljanak el, azt mondja, tehát a kezdő sebességet adjátok meg az embereknek, hogy tényleg ez most egy olyan start legyen, ami... Я знаю, Атила, что ты часто разговариваешь, чаще, чем я, разговариваешь с Биллом Старки. Скажи, какое настроение у Билла Старки, какие он планы stроит вот по приезду и как он чувствует будущее? Kérdezi, hogy mivel te többet beszélsz a Bill-lel, hogy érzed, milyen az ő tehát neki most a meg mit hoz, és nem is, hanem mit, hogyan gondolod, hogy a jövő mennyire lesz perspektívás itt a ügyletben, két mondatot még erről beszéljünk. Tehát meg a Billnek az egész kedvét most, hogy milyen kedve van neki. Hát a hőmérséklete a Billnek teljes egészében a legmagasabb szinteken van, mint amit idáig tapasztaltam, mióta vele vagyok. Знаете, когда двигатель работает на самом-самом хорошем обороте, то есть режиме, тогда у того двигателя очень хорошая бытовая или как это, температура. И вот я вижу, что у Билл Старки такая же сейчас бытовая, самая-самая нагретая температура, то есть спокойно может газовать, то есть ничего плохого у двигателя не станет. То есть он в таком режиме сейчас, как раз, в самом-самом нагретом режиме. Ugye a Bill már többször kijelentette, hogy a Vávit szeretné az MLM történetében olyan szempontból, hogy bejegyezzék, hogy a legnagyobb és a legtovább tartó, legsikeresebb MLM-et hozta létre. Я скажу вам одно, что этот человек, у него, он такой прямоголовый, или как это говорить, он взял голову, и я вижу, что все, то есть от этого ни шаг хочет отойти. Он хочет вот эту компанию, свою компанию, сделать топ-компанией в индустрии MLM. Он хочет сделать такую компанию, такую долгосрочную, большую компанию, которой на сегодняшний момент даже не существует в мире. То есть вот это у него идея, которая я знаю, что он хоть и разобьется, он сделает это. Valahogy, ahogy a Bill mostanában beszél ezekről szinte ugyanazt mondja, de valahogy mégis máshogy hallom, mint hogyha máshogy lennének a rezgései, az egész, ahogy érzi, mivel hogy közeledünk, ugye nyilván egy nagy álma terve volt neki az, hogy ennek a lehetőségnek a kialakulását, kezdetét tudja látni és érezni. Érzem a személyen, hogy érzi, hogy egyre közelebb vagyunk ehhez az álmához. Естественно, до того, то, что он в мечте, то есть он задумал, естественно, мы к этому идем, но у меня сейчас просто есть такое чувство, и вижу его в глазах, и он мне уже говорит, что мы как раз приближаемся до того первой остановки, к станции, где уже, скажем, положили того фундамента, крепкого фундамента, от которого можно вот эту идею, то, что он затеял, от этого остановки мы уже можем продолжать. И он уже вижу, и у меня всегда он уже и говорит, что да, мы приближаемся к одному такому километражу, который у нас уже только вперед будет вести. Szembe szokott jutni sokat a Zeppo Computer. Я очень много в голове как раз в мечте, ну то есть я думаю, и вот в нашем компании что-то у меня вот так видится, такая мотива, вот такая, вот как Apple компьютер, когда развивался, то есть как раз вот то происходит вот сейчас. Azért jut eszembe, mert akkoriban még ez az 1990-es évek elején volt, nagyon valamikor 91-2. Потому что это действительно еще вот, там в 80-х годах, кто помнит вот эти моменты,
Это, конечно, давно было, но он был, понимаете? Nem tudom, hogy ezt megosztottam-e már veled, ha igen, nem tudom, a Jeventől megkérdezhetem, hogy elmondtam már az Apple részvényeimmel, beszéltem már erről. Женя, ты слышал про меня, когда я тебе рассказывал, когда я купил акции Apple? Я тебе рассказывал, не рассказывал тебе я? Нет, нет. Oké, akkor röviden Ja, elmondhatom, hogy 2-3 percet kérhetek. 2-3 минуты еще прошу от вас, потому что это очень интересно, то, что я вам сейчас расскажу про Apple акции. Én még ekkoriban pincér voltam Floridában, ekkor kezdtem az amerikai pályafutásomat. Где-то конец 80-го года, начало 90-го года, я тогда еще работал официантом, потому что тогда начинал как раз тот интенсивную жизнь свою, в какую я уже попал. Egy nagyon jó étteremben, nagyon jó olasz étteremben dolgoztam, és nagyon sok részvényt értékesítő brókerek jártak oda be ebédelni és vacsorázni. Я работал как раз в таком буйном месте, где очень много брокеров заходили обедать, ужинать. То есть как раз наша точка была для тех людей, которые брокеры, да, Женя, знаешь, вот таких, да, которые продают акции. Hát volt egy kis extra meggyűjtött pénzem, és szerettem volna ugye befektetni, hogy pénzt keressek, még több pénzt tudjak vele keresni. Естественно, у меня тогда уже были небольшие накопленные деньги, и я хотел каких-то дополнительных еще денег заработать, и решил куда-то вложить небольшой капитал. És az egyik vendégem, aki nagyon kedvelt és szeretett engem, egy sikeres, gazdag amerikai broker volt. И у меня был очень хороший друг, он занимался, то есть он был брокером, и он мне предложил одну очень интересную, очень хорошую возможность вложить денег. Még akkor nagyon fiatal, ilyen 27-28 éves lehettem még fiatal. Мне было где-то 28-29 лет тогда. És kérdeztem tőle, hogy mibe lehetne a pénzt befektetni. Azt mondta, hogy most jön egy nagyon érdekes technológiai cég publikussá, most fog jönni, az a neve, hogy Apple. И тогда мне как раз сказали, что в ближайшие через пару недель выйдет на биржу такая молодая компания, которую вы уже слышали про него, он называется Apple. И мне предложили туда немножко денег вложить, и я вложил туда небольших денег. És hogyha akarsz, akkor tudok neked szerezni 100 részvényt, mielőtt ugye a piacra teszik, 32, azt hiszem $32 volt. И я купил несколько акций по $32 тогда. Szóval megvehetsz egy részvényt $32, és aztán tartod egy pár hónapig, utána meg el fogod adni $50. И так мне сказали, что пару месяцев подержи, а там где-то $50 поднимется, тогда можешь его продать. Jó hangzott a dolog, azt mondtam, mert erre van $3200, semmi gond, megvettem 100 részvényt az Apple Computerből. Я вам даже точно скажу, сколько я денег туда вложил. $3200 я купил 100 акций Apple. Na mi történt? Az történt, hogy kijött az Apple, egy darabig tartotta azt a $30 árat. Az a lényeg, hogy egy pár hónapon belül nem volt olyan $10 alatti értéke. Потом, естественно, после выхода биржи они еще упали. Стало всего лишь $10 стоила акция сначала. Hát mivel, hogy én nem voltam tapasztalt részvénytartó, életemben akkor vettem először részvényt, én megijedtem, hogy a $3200 most már nem ér csak $1000. Я, знаете, даже вам скажу, испугался, что я вот вложил $3200, и мои акции упали до $1000, то есть я даже в шок попал, потому что, говорит, меня обещали, что будет подъем, а наоборот был спад. Elkezdtem utána járni, az újságokból olvasni, hogy mi történik az Apple-lal, lesz-e belőle valami. Próbáltam információkat beszerezni a brokerem információin kívül is. Значит, я начал рыться, искать, что будет с этим Apple. Ну, вообще-то, кто они такие? Ну, я знаю, кто они такие, но я просто не думал, что вот у них сейчас не подъем будет, а спад будет. А у них произошел тогда небольшой спад. De nem találtam semmi olyan biztatót, sőt, azok tűntek mind a
az újságokból azt vettem ki, hogy az Apple mindenféle hülyeséget csinál, mindenféle hibát elkövet, ebből hamarosan nem lesz még $1 sem. Ez jött nekem le a fejembe. И меня даже когда я начал с друзьями разговаривать, они мне сказали, ты не слышал, что там Apple то-то, то-то натворил, то сделал. И, ну, я все уже попрощался, ты прощайся с 3200, я уже даже попрощался, что 3200 выкинул просто через окно. A brokerem mondta, hogy Attila, mondta neki, hogy el akarom adni $10, tehát elég volt, én nem akarok több pénzt, nem akarom teljesen elveszíteni a pénzem. A brokerem viszont mondta, hogy hibát követek el, nem szabad, hogy eladjam, tartanom kell, mert ez föl fog menni. Я своему брокеру сказал, что все, я продам эти, хоть $1000 получить, ну хоть полностью не угореть. И мой брокер сказал, что ты просто совершишь ошибку, если ты продашь вот этот раз вот эти акции. Na a lényeg az, hogy egy kicsit megharagudtam a brokeremre, olyannyira, hogy többet nem vettem részvényt ő rajta keresztül, és ráerőlt, mondtam neki, hogy adja el a részvényeket, $10 kész végeztem. Ну, короче, все-таки я заставил его, что все, продай эти акции, не нужно мне. Я даже немножко с ним поцапался, поспорил. И даже я ему сказал, что больше через тебя ничего не буду покупать, потому что ты меня подвел. Еще Eladtam. и продал за $10 акции. Купил за 32 и продал за 10. Körülbelül az Apple nem is nagyon ment sokáig, ez a $10-20-30 körül volt a következő pár évig. Да, потом Apple как-то стагнация у него произошло вот тогда. Они тогда ни подъем, ни спад, то есть они шли как-то вот так по уровню несколько лет. De igazából nekem arra a pénzre nem volt szükségem, azért tudtam volna élni nélküle, hogyha benne hagyom a részvényben. Конечно, мог бы я без этих, потому что я все-таки, у меня тогда уже были деньги, но у меня как-то вот внутренне гнал, что вот все продавай, продавай. И вот надо было мне немножко подождать. A lényeg az, hogy kiszálltam belőle, és nem tudtam annak a győzelmi diadalmenetnek része lenni, ami utána következett. И просто понимаете, это я вам почему рассказываю, потому что среди вас тоже есть такие люди, которые не можете дождаться вот этого подъема сильного, который здесь у нас тоже самое такое же будет, вот как Apple. То есть я все-таки не шагал с ними, уже не попал с ними вот этот резкий подъем, вот куда они, вот я продал, то есть я не дождался. Nem tudom, hogy hanyan tudjátok, ismerősek vagytok, de ha bárki rámegy az interneten, megnézi az Apple részvénynek a 20 vagy 30 éves múltját, hogy az elmúlt 20 évét, ha megnézitek, láthatjátok ezt, amiről beszélek. A lényeg az, hogy az Apple olyan magasságok fölment, hogy $800 is ért egy részvényre. Apple доходила до $800 уже даже. Вот представьте, я не дожидал, я за 10 продал, а Apple дошел до $800. Tehát egy $3000 befektetésem több mint 80, majdnem akár $100,000 is lehetett volna néhány éven belül. Вот если я дождался чуть-чуть, вот несколько лет, несколько десяток тысяч долларов стоило бы мне те акции, которые я купил тогда за 3200 и которые не мог дождаться и продал за $1000. Na, ez egy olyan veszteség, amivel ugye mindenféleképp könyveltem magamnak, hogy hát ez a tanulás az életből, ez az életnek a tandíja, úgy könyveltem. Короче, вот эта учеба для меня, это школой была, что человек, когда ты видишь такую возможность, которые тебе говорят, что это возможность, тогда ты остановись здесь, подумай чуть-чуть и постарайся терпеть около такого возможности. Потому что как раз я попал в такую ситуацию один раз уже. Biztos, hogy sokan tudjátok most már, én is azok közé tartozom, hogy igazából a legeslegnehezebb és a legeslegkeményebb helyzetekben van az, amikor meg tudod mutatni magadnak, hogy mire vagy képes, vagy ki tudsz magadból olyan dolgokat hozni, amiket még eddig nem is tudtál, hogy léteznek benned. И вот я почему этот вам рассказал, что вы тоже приняли к сведению, что не всегда все сразу, понимаете, не всегда все сразу, потому что это невозможно. Если все сразу было бы, тогда мы не здесь жили бы, понимаете. То есть это явление для нас как раз очень нормальное, что вот так идут дела к нормальному бизнесу. Ezután
Lényegesen sok nagyon jó befektetésem történt meg, rengeteg pénzt sikerült keresni, úgyhogy tanultam ebből. Я просто после этого сильно научился, как проанализировать фирмы. И теперь я уже знаю, как проанализировать и знаю, куда просто вложить. И вы видите, я сколько времени сюда вложил уже в это, вот этот бизнес. Most valami hasonló légkört érzek a Váminál, amit teljes egészében erre a profilra tudom levonatkoztatni. И я вот вам сейчас честно скажу, что вот то, что мы с вами здесь проходим, мы сюда вкладываем, потому что мы сюда вкладываем время, небольших денег, но мы как раз находимся у истока такого возможности, как было у Apple возможности. De mindazok a vezetők, ugyanis nagyon sokan vagytok, nagyon sok kedves, sikeres személlyel találkoztam már közületek. Értitek nagyon jó, hogy amikor a legnehezebbnek tűnik a menet számodra, mert nem biztos, hogy az, csak neked úgy tűnik, hogy a legnehezebb a menet a számodra, akkor kell a legjobban belehúzni, akkor kell a legjobban összeszorítani a fogadat, és menni tovább, és vinni magaddal mindazokat az embereket, akikért te felelős vagy. Я просто сейчас хочу одно вам сказать. Как раз у нас такая же ситуация. Если у вас ситуация просто дальше, вот чувствуете, что вот уже не могу дальше, просто возьмите зубы, немножко скрипти, немножко возьмите большое вдыхание и вперед, понимаете, потому что у нас такая же ситуация. И просто те люди, которые сегодня еще не почувствуют, где мы, я вам хочу сказать, что мы находимся как раз у истока такого возможности, где если сейчас вы выкинете акции, то вы сильно пожалеете, когда вы выкинете этих акций. Jó hírem van számotokra, У меня хорошие еще новости для вас. ezen a nehéz meneten már túl vagyunk. Мы уже вот как раз прошли вот эту тяжелую моменты. Мы уже находимся, хотя мы у истока этого всего, но вот тот тяжелый момент этого фазы, этого бизнеса мы прошли с вами уже. Hogy innentől sokkal könnyebb lesz a dolgom. Отсюда будет гораздо легче каждому уже шагать и идти. Köszönöm szépen az időtöket. Благодарю за время. Атила сейчас торопится уже, потому что уже едет домой сейчас. Окей, я еще секунду. Ты очень хороший пример по этим акциям рассказал. Вот это можно аллегорию провести для нашего бизнеса сейчас. Но я быстренько посчитал, если он купил акции за $32 одна акция, вложил $3200, то он реально, потом акция стала стоить $800, он реально потерял $80 тысяч вот на этом. На этом нетерпение. И $80 тысяч, я быстро на калькуляторе посчитал. Понимаете? Да, такая ситуация и у нас. Кто-то ждет, кто-то... Да не важно, кто-то что-то пишет. Никого мы не заставляем ничего. Но те люди, которые вот чувствуют перспективу, они должны понять, что и Microsoft, как технологическая компания, как компания программистов, начиналась с 11 человек. Мы видели фильм про Билла Гейтса. А сейчас что творится? Facebook, возьмите, акция стоила 14 центов когда-то. А сейчас сколько стоит акции? Короче, такое дело. Атила, мы тебе желаем хорошего пути. Спасибо тебе, что ты поговорил с нами, побыл. И ждем тебя в Киеве с хорошим, отличным настроением и с хорошими новостями. Тебя и Билла Старки. Всего тебе хорошего пути. До свидания. Все. До свидания, до встречи. Я Атила благодарит еще раз. Okay. Köszönöm, ott leszek. Все, до свидания. Я уже тоже иду, ребята, потому что тоже провожаю Атилу. Всего хорошего, до свидания. До свидания вам, спасибо, Лоци, спасибо, Дел. Лоци, мы тебя, кстати, поздравляем с тем, что сын твой закончил школу, вот, что уже идет на большую дорогу, также выходит. Поздрав Георгия, вот, и тебя также, как родителя, поздравляю. У него венгерская литература, венгерский язык, так что самый тяжелый. Привет Георгию и всем. До свидания, до встречи. Ну, вот так. И видите, и в празднике у нас получился очень такой хороший, конструктивный разговор. Я просто что хочу сказать вам, ребята. Очень сильно
вот и Белстарки, и Атила, я же общаюсь постоянно с ними. Очень сильно они как бы ждут вот этой встречи в Киеве. Я вам скажу, что ни одного человека не будет в Киеве, который не является партнером компании. И формат встречи не будет как просто презентация фирмы, как просто презентация проекта. А формат встречи будет как раз вот перспектива по продуктам, развитие продуктов, перспектива бизнеса, долгосрочность бизнеса. Вот то, что мы реально с вами ждем. Я надеюсь также на очень большие обороты после этой встречи, но я думаю, что до выхода продукта V5, а я думаю, что V5 это турбо V5 можно было бы назвать, потому что это действительно за маленькие деньги такие хорошие возможности видеокоммуникации. Я думаю, это действительно будет турбо в нашем бизнесе, но я хочу сказать, что все равно выиграют те люди, у которых будут большие структуры. Вот поэтому есть еще время, есть еще у нас каких-то почти 2 недели неполных до приезда Билла Старки. 17 мая, это будет пятница, а еще раз подчеркиваю, не забудьте, не перепутайте ничего. 17 мая, это пятница, нас же более 500 человек заявили о своем участии в этой встрече. Я думаю, я так разговаривал с руководством Конгресс-холла и с руководством президента отеля. Может быть, мы еще как-то сможем где-то 50-70 человек еще разместить каким-то образом. Поэтому, если вы еще не решили там, постарайтесь решить вот те вопросы. Структурные руководители знают, как практически решить вот эти вопросы, чтобы попасть обязательно на эту встречу. Потому что очень хороший будет толчок для нас всех, очень хороший подъем будет. И то, что мы заслужили вот такое право, что именно это все новое будет объявлено, продукт массового спроса будет объявлен и запущен именно в Киеве. Это благодаря всем вам, потому что именно вы, ваше терпение, ваша настойчивость, ваша работа, ваши результаты вот дали нам такую возможность, что именно в Киеве был объявит вот этих хороших и полезных для всех людей дела. Очень приятно, что мы являемся не только свидетелями этого процесса, мы принимаем какое-то участие в этом процессе. Вот мне это очень приятно, потому что это процесс, который фактически изменяет всю коммуникацию в мире, переводит ее на видеооснову. Поэтому я хочу увидеть многих из вас, или большинство из вас увидеть в Киеве. Я также сильно готовлюсь к этому мероприятию. Все лидеры нашей команды также готовят людей. Я думаю, что все будет супер. Приезжайте, я очень рад буду всех видеть. А сегодня я желаю всем хорошего дня. Празднуйте еще, потому что этот светлый праздник Воскресения Христового, он какой-то, знаете, в душе дает свет какой-то, какой-то оптимизм появляется. Я вчера, у меня было гостей много в доме, вот, родственники приехали, и мы вышли во двор, и у нас аист прилетел. Я не знаю, может кто-то знает, что за знак такой. Аист прилетел и сел на крышу дома. И долго сидел, мы ходили, все смотрели на него, кругами ходили, а он не улетал. Он долго сидел. Я не знаю, что это означает. Пишут, что это к счастью. Кто-то мне уже говорил, что хорошая энергетика, если это к добру. То есть все идет к добру. Не жди ребенка. Спасибо вам за ребенка. Но у меня уже много детей. У меня много очень детей и внуков. Ну и если еще Бог даст, ну то такое. Будет еще девушка. Сергей Федорчук говорит. Спасибо вам за такие хорошие пожелания. Передам сейчас жене. Дети – это радость. Действительно, это правда. Вот. Мне 57 лет же стукнуло. Уже 58, но у меня сыночку самому маленькому 3 года. Постарше 5 лет вот, прошло как раз. Так что у меня хватает детей. Есть и большие дети, и маленькие, и внуки. Все у меня есть. Всего хватает. Вот. И главное, что вы также у меня есть, и мы вместе делаем очень важное дело, мы делаем доброе дело, мы делаем свою миссию, мы участвуем в изменении видеокоммуникации в мире и даем возможность огромному количеству людей заработать деньги в этом уникальном проекте. Спасибо вам всем, хороших вам еще праздников, допразднуем все это. Вот. Но те люди, которые и в праздники делают результат, также двойное спасибо им. Вот, хорошего вам
сегодня дня. Всего доброго. Встретимся, как всегда, завтра на утреннем кофе. И сегодня вечером все-таки состоится вечерний вебинар. Спасибо, всего доброго, до свидания.